Продолжаем прямой эфир на телеканале АТР. Меня зовут Олег Борисов. В следующий час будем работать вместе с вами. Уже готов приветствовать гостя этого часа в нашей студии. Это Леонид Канфер, режиссер-документалист. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли к нам на эфир, отозвались. Тема разговора у нас сегодня пойдет, в общем, за последние события, новости касательно запрета сериала, запрета концертов, так сказать, бойкот или там на уровне СБУ и так далее. Все по полочкам расставим. Начать хотел с первого. Самого оперативного, актуального, это, конечно же, запрет сериала «Сваты». И для начала хочу, чтобы наши режиссеры сейчас включили видеообращение, последнее, Владимира Зеленского, касательно запрета сериала «Сваты». Давайте посмотрим без комментариев. Настольная игра «Сваты». Сваты. СБУ, Минкульт, Госкино. СБУ накрыла «Сваты». Что-то там не так, но «Сваты» там, пока там «Сваты». Крутим. Хотя нет, пусть отвечает Минкульт. Минкульт. Но это не наши полномочия. Вопрос Госкино. Госкино кручу, верчу, запутать хочу. Вопрос. Где СБУ? Вот это СБУ? Это или вот это? А может быть СБУ в Минкульте? Или в Госкино? А может и наоборот. Это не важно. Вопрос в другом. Где «Сваты»? Нету? Может здесь? Нету. Нет «Сватов». Хотя нет, даже не в этом вопрос. Вопрос, кто крутит наперстки. Время пошло. Но есть еще книга! Такая шуточная отводочка Владимира Зеленского, но все же, кто крутит наперстки? Вот и ваше мнение хочется услышать касательно этого увиденного. Мне кажется, это вторичный вопрос. Первый вопрос, что «Сватов» нет, по факту. Я вам скажу так, я 2 года всего в Украине. И первый год, когда я приехал, я не понимал все эти запреты. Сериалы, актеры, любимые там книги, много всего, да, там, вплоть до «Иронии судьбы». Талызин там что-то говорил. Я этого не понимал. Я считал, что нужно сначала бороться с тем врагом, который реально там по другую сторону окопов там и еще так далее, да. Сейчас я по-другому к этому отношусь. Я действительно считаю, что бороться с врагом, то есть главный враг, это, конечно, не артисты и так далее. Но это не отменяет того, что те люди, которые что-то говорят, нарушая украинское законодательство и вообще нормы морали во время войны, что эти меры, к сожалению, к огромному сожалению, они сегодня необходимы. Но вот я к этому отношусь так. Поэтому то, как это делается, СБУ, Госкино, там, Минкульт, и как это там, я не знаю, прячется, перекладывается ответственность, это, конечно, совсем не здорово, потому что нужно говорить абсолютно честно и открыто. Ребят, вот у нас сегодня такие правила, такая ситуация, у нас сегодня идет война. Если у нас сегодня идет война, значит, человек, который там съездил в Крым или сказал что-то про Украину, такое, что подпадает под запрет, и под запрет попадает весь сериал, значит, так оно и должно быть, несмотря на то, что это супер популярный проект и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно это говорить абсолютно открыто, честно и без вот этих наперстков. В этом смысле Зеленский, конечно, поиздевался, и, наверное, в этом смысле он был прав, но с точки зрения того, что, в принципе, проект закрыли, и понятно почему, Добронравов, да, я считаю, просто это нужно сегодня делать вот без наперстков, абсолютно честно и открыто. Ну вот дело еще в том, тоже вот хотел узнать, на момент, когда снимался этот сериал, Добронравов еще не говорил ничего о Крыме. То есть я так понимаю, что вот эти его фразы про Крым, то, что Крым русский и так далее, уже пошли после того, как сериал был снят. А какая разница? Какая разница? То есть зритель уже видит продукт, и зрителю не важно, он снят 2 года назад, или он снят вчера, да, или до заявления, или после заявления. Он видит по факту сегодня этот продукт. Сегодня видит человека, который это сказал.
Вот и все. Мне кажется, тут все понятно. Еще раз говорю, не должно быть двойных стандартов и двойных правил игры, чтобы нас в чем-то упрекали. Да? Если мы считаем, что во время войны должно быть так, значит, это нужно говорить, что это так. И мы на себя берем ответственность, какой-то орган, который уполномочен это делать, что да, мы закрываем въезд этому человеку, мы там запрещаем к показу такой-то сериал и так далее, и так далее. Понятно, почему идет рефлексия. Сериал «Сваты» – супер популярный проект. Наверное, один из самых популярных, насколько я знаю, самый популярный сериал. Это огромный проект, огромные деньги, огромные бюджеты и, я думаю, доходы. И вот убивать на корню, брать вот так коммерческий, очень успешный проект, это очень болезненно. В том числе и финансово. В том числе и для тех людей, кто в этом задействован. Вот в этом русле еще высказался свое мнение, написал в Фейсбуке журналист Айдар Муждабаев. Имеем возможность сейчас услышать его цитату. Давайте послушаем. Спасибо «Украинской правде» за этот текст. Из него следует, что о публичном крымнашизме одного из ключевых актеров «Сватов» было известно задолго до начала съемок последней части сериала. Что ему за это был официально запрещен въезд в Украину и что продакшн-компания, судя по всему, перенесла съемки в Беларусь именно для того, чтобы крымнашист смог продолжать играть в сериале. Если все так, а у меня нет оснований не доверять УП, значит, Зеленский с коллегами все знали, но не побрезговали и продолжили снимать открытого крымнашиста в «Сватах». Тогда, мне кажется, нечему удивляться. По крайней мере, предположить такое развитие событий было вполне реально. Сознательно шли на риск, могло проскочить, но с большей вероятностью, на мой взгляд, не могло и не проскочило. Вот если рассматривать такую сторону тоже, что сознательно шли на риск, зачем это делать? Специально как бы... Есть прецеденты. Есть Константин Райкин, который тоже в интервью там, дальневосточному телевидению высказывался о том, что какая-то часть его натуры радовалась присоединению Крыма. И тем не менее он попал в Украину, и состоялись некоторые концерты, несмотря на это. Да? Ну, значит, где-то проскакивает. То есть, соответственно, люди, которые делали этот сериал, были уверены, раз это произошло с Райкиным, еще с кем-то, с какими-то супер популярными вещами, пройдет и с ними. Я не знаю закулисных вещей, может быть, еще были какие-то договоренности, я не знаю этого. Но это был действительно риск. И в итоге они проиграли. Но вот опять же, давайте разобьем эту историю на «за» и «против». Ну, условно, общество разделилось на «за» и «против». Одни кричат, что так и надо было раньше этих, вообще Добронравова уже давно, надо было не пускать в Украину и вообще заранее продумывать то, чтобы не снимать и запретить вообще русским артистам, актерам сниматься в украинских фильмах, украинского производства. Другие же говорят наоборот, что это все фигня, и СБУ действует точечно. То есть мелочно. Вот как такую сторону еще откомментируете? У нас достаточно много примеров, даже только в этом году, когда очень многие суперпопулярные и проекты, и артисты не могли попасть в Украину. Да? Мы помним «Лолиту» сняли с поезда, мы помним там много различных примеров, честно говоря, нет смысла их перечислять. Они были, они есть. Это, в общем-то, как бы уже некая система, которая уже реально существует. И в этой системе вот так рисковать, я понимаю почему. Еще раз говорю, суперуспешный сериал, который во многом держится на ведущих актеров. И Добронравов один из тех актеров, на котором этот сериал держится. И отказываться от него и менять кем-то другим, это риск с точки зрения популярности этого проекта. Вот и все. Поэтому они пошли на этот риск и думали, что это пройдет. Это не прошло. Кстати, понимаете, я бы хотел, наверное, о другом сказать. О том, что очень многие в Украине до сих пор сегодня готовы смотреть сериалы с этими артистами, готовы ходить на концерты, как на Райкина, там, и так далее, и так далее. Это очень сложная личная история. Вот я вам скажу, в этом году, по-моему, Баталов умер, да? Это был мой любимейший актер. И я даже написал пост в Фейсбуке. Но потом мне сказали, слушай, чувак, вообще-то он подписал там письмо «Крым наш», там, и так далее. И мне было невероятно тяжело понимать, что кто-то сказал хорошую фразу, человек испортил себе эпитафию. Да? Вот он испортил себе эпитафию.
И все. И вот есть этот момент, есть война. Вот все упирается в одну простую вещь, что для тех людей, которые ходят на эти концерты, смотрят эти сериалы, по большому счету вот этой войны в Донбассе как бы не существует. Вот как бы нет этой российской агрессии. Они готовы все это... они готовы ходить на концерты Лободы, там, Сергей, я не помню, которого концерт во Львове Ну, не состоялся. важно. Русский, да. То есть для них нет этой ситуации. И Бабкин, Сергей Бабкин. Бабкин, да. Да, тоже крутилось. Да, и они готовы на все это ходить. И вот просто, если спросить зрителей этого зала, там, который пришел на Райкина, по поводу их отношения к Донбасской войне, я уверен, что те люди, которые туда пришли, для них этой войны не существует. Вот они так и говорили. Вот если плавно переходя к теме Райкина, то вот мы имеем ситуацию со сватами. Да, Добронравов высказался про Крым, что он там российский и так далее. А Райкин высказывался об этом еще ранее. Но он очень удачно выступил в Киеве, в Харькове, но в Одессе не на государственном уровне, а обычные активисты пришли и заблокировали, точнее не заблокировали, а вот можем видеть кадры с этого момента, они просто не дали ему выступить и сказали, чтобы он уходил со сцены. Как такую ситуацию понимать? Опять же, почему... Я против того, чтобы происходили вот такие вещи, когда заходят какие-то активисты, я не знаю какие, и срывают концерты. Вот сама эта картинка, она выглядит вообще ужасно, да? Но дело в том, что этим должно заниматься государство. Если оно занимается этим и устанавливает некие правила игры, кому можно въезжать, кому нельзя, и почему и зачем, то они должны касаться всех. И Райкина в том числе, и еще каких-то суперпопулярных. Но почему я он обожаю касается? Райкина, вы понимаете? Ну, это великий артист, великая семья. Для меня очень тяжело вот осознавать, что Райкин теперь и для меня все. Лично я, при всей любви к нему, я бы не пошел на его концерт, зная его позицию по Крыму. К сожалению. Вот сегодня, ну, так сложилось, что нужно самим определяться. Поэтому я даже написал пост в Фейсбуке, и российские друзья, кто там у меня еще остался, их не так много осталось, они очень жестко отреагировали, но я написал, что я не хочу видеть этих каких-то активистов, и хочу, чтобы, если уж приезжают такие люди в Украину, их встречали пустые залы. То есть люди не шли на эти концерты только зная, что они говорили о всей этой ситуации. Но опять же, великий артист, уважение, но он же высказывался против Крыма. Почему вот... Почему что? А почему вот так вот точечно, опять же, и непонятная система работы вот даже на государственном уровне? Да, я с вами согласен, что непонятно. активисты не должны этим заниматься, я с вами согласен. Но активисты этим занимаются тогда, когда этим не занимается государство. Да, Но да. почему-то И государство... не только в этом сегменте, а вообще везде. И мы вспомним и там блокаду Донбасса, там, и российские банки и так далее. То есть там, где государство не дорабатывает, значит, приходят какие-то активисты и начинают что-то делать сами, да? И в том числе не в правовом поле. Это ужасно. Но это последствия того, что государство не работает. Вот государство говорит: ребят, вот такие правила игры, потому что у нас сегодня то-то, то-то, российская агрессия, война и так далее. Окей, эти правила игры для всех. Вот критерии, по которым въезжать нельзя. И там концерты не могут быть в Украине. И они касаются всех. Но когда что-то проскакивает, а что-то нет, возникают вопросы, возникают вот эти наперстки, да, к сожалению. Хочу напомнить нашим зрителям, попросить режиссеров, чтобы они еще раз включили эту картинку, только уже без комментариев, со звуком, как срывали концерт Райкина. Давайте посмотрим. Тільки що поліція напала на протестувальників і захищає зараз кримнашиста Райкіна. Геть з України! Геть з України! Крим, Україна! 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 Ганьба вам! Геть з України! Оккупант! Катеринчук, генерал поліції, приніс квіти щойно, який працює в університеті внутрішніх справ.
России получается как раз. Для России это хорошая картинка, конечно. Да. И даже мои друзья либеральных взглядов, они очень жестко отреагировали и на мой пост в том числе. Да? Ну как же так, Райкин и так далее, который выступает и против российского там, Минкульта, сейчас борется и так далее. И вот так с ним несправедливо поступили. Ребят, правила игры. Не говоришь Крым, Россия, приезжаешь. Говоришь Крым, Россия, не приезжаешь. Что их вынуждает говорить, что Крым Россия? Ну вот вы же прекрасно тоже видите и понимаете, вот они как по очереди говорят один и тот же текст, который вот им обязательно кто-то задаст этот вопрос, и они все обязательно об этом говорят. Я думаю, мотивы разные. Вы вспомните скандал этого года с Серебренником, который вообще ничего не говорил и не высказывался. Он говорил: ребята, у меня тут есть театр, есть искусство. Он не говорил ни за, ни против. И что с ним случилось? И все понимают, что уже мало просто отмолчаться, уже мало просто не участвовать. Да? Нужно помогать власти. А как помогать? Вот класть свой авторитет на весы и говорить о том, что Крым там Россия. Для кого-то это бюджеты, для кого-то господдержка, для кого-то, я думаю, искреннее восприятие ситуации, потому что люди во многом остались советской ментальностью. Понимаете, это мы их воспринимаем как кумиров, они великие мастера. Да, великие мастера, но мы их не знаем, какие они в жизни, как люди. Мы не знаем их позицию, мы не знаем их политическую зрелость. А во многих случаях она совершенно разнится с теми ролями, с тем восприятием и их образами, которые они создавали на экране. Это совершенно другая история. Вот тоже продолжим тему. Вот сегодня, 1 декабря, должен был состояться концерт исполнителя российского Баста. В своих кругах известен как Василий Вакуленко. Исполнитель, он уже не раз выступал в Украине. Кстати, вот сейчас вот для наших зрителей я хочу сказать, что вот эти вот кадры, снятые любительски одним из присутствующих на концерте, это выступает Баста в Ялте в 2015 году. Он выступал в Ялте в 2015 году, он выступал ранее, он выступал позже, и ему это не мешало выступать в этом году уже в Киеве 1 раз летом. В прошлом году он 2 раза также выступал зимой и в прошлом году летом, то есть это 16-й год он 2 раза выступал. В этом году он выступал 1 раз, и вот только сейчас, зимой, сегодня, именно 1 декабря, его концерт отменили. Написал на своей официальной странице в Инстаграм Баста следующее, хочу зацитировать. Концерт Басты в Киеве в Стереоплаза отменен в связи с запретом въезда на территорию Украины. Приобретенные ранее билеты можете сдать в концертных кассах. Надеемся на понимание и скорую встречу. На официальной странице Баста от его имени ничего, то есть официальная нормальная позиция. На скорую встречу где? Хочется спросить. Вот это я уже не знаю. Но к чему я веду? Вот комментарии под этим вот постом. Да. 1663. Вот мы перед эфиром с вами смотрели, было на 100 меньше. 1663 комментария под этим постом. Все, без исключения, негативные. Что, я не буду цитировать именно все, но негативные. И пишут как русские, так и украинцы. Выкладывая сюда в комментариях, выкладывая фотографии билетов и говорят, что оставлю на память. То есть вопреки всем этим заявам, вот к чему я веду, то есть сама ментальность, само воспитание людей, они разделяют все-таки политику, Крым, чей, Украина, Россия. Война для них не существует, для них существует только исполнитель и концерт. Да, так оно и есть, к сожалению. Понимаете, сегодня война, она уже вошла в какое-то русло, это такая стала обыкновенная война, где, есть линия противостояния, и там вроде бы ничего не происходит, нету никакого движения ни в ту, ни в другую сторону. Но при этом гибнут украинские пацаны каждую неделю. Если посчитать, сколько погибло за год, это огромная цифра. В тот момент, когда вроде бы ничего не происходит. Для многих людей, я, наверное, повторюсь, этой войны нет. Вопрос почему? Вопрос почему? Почему украинская повестка дня, она так тяжело продвигается? Хотя эта война, оттуда, из Востока, приходят гробы. И они идут не только на Западную Украину, они идут по всей стране. И все знают, что происходит, и какие потери, какие жертвы мы несем. Я недавно снимал фильм про Василия Слепака, и я снимал в городе Глухове. И мне простой мужик подошел и начал мне рассказывать про то, что
ну вот мы же тут, значит, все ездим и кормимся от России, да? Потому что тут нет работы. Я говорю, слушайте, ну а ничего, что вот пацаны украинские гибнут? Они говорят, ну мы не знаем вообще, за что идет эта война. Я говорю, так, он говорит, вот нас тут не кормят, нам Украина ничего не дает, поэтому мы ездим туда и ничего в этом зазорного не видим. Я говорю, так, а может быть здесь наладить как-то, выбрать ту власть, которая вам что-то даст? У него были вот такие глаза, потому что он не понимал, что, блин, так это ж можно выбрать другую власть, которая что-то даст. И нужно, то есть, что нужно в своем доме самим наводить какой-то порядок и в этом участвовать. Они считают, что от них ничего не зависит абсолютно. Вот есть какая-то такая реальность, какая есть, и значит, вот можно комфортно ездить в Россию, зарабатывать в тот момент, когда оттуда эта агрессия и происходит. Откуда взялось такое вот воспитание? Откуда оно пошло? Это же до Советского Союза еще, наверное, было, я не знаю. Ну вот, что вот кто деньги дает, тому мы, грубо говоря, и служим. И вот это следующий проект, который я сейчас снимаю, к столетию революции, 100 лет, это о том шансе, который Украина упустила в 17 году. И что произошло с Украиной за это столетие, что сделала советская власть со страной. Физически были уничтожены целые классы людей, которые были носителями той ментальности украинской. Да. Хорошо, что сохранилась там западная часть, которую не успели истребить. Но восточные и центральные районы, там действительно была русификация, завозили русских, там, да, очень много было. Я вам скажу, что в Киеве в 17 году украинцев-то всего было 20%, а в Харькове было их еще больше. Вот. И произошли такие репрессии, десятки миллионов погибли, что сегодня это люди либо потомки репрессированных, либо потомки тех, кто репрессировал, либо потомки тех, кто доносил, либо тех, кто молчал. Это был способ выживания. И прошло 3-4 поколения, которые прожили при этой власти, и мы сейчас хотим, чтобы это было совершенно другие люди, и с другой ментальностью этого не произойдет. Нужно, чтобы произошло смена поколений, еще там 2-3 поколения, при условии, что государственность и независимость Украины сохранится. Ну вот знаете, тоже 2-3 поколения. Мы уже ушли в такие дебри прямо. Оно все друг за друга, как цепочка цепляется. Вот, например, несколько дней назад у нас в эфире тоже эксперт один говорил, что вот в Крыму сейчас, в аннексированном, оккупированном Крыму, сейчас Россия как будто корнями въедается, строит дороги, там заводы, мосты и воспитывает, строит школы и садики. Но строит не для того, что, это слова эксперта, строит не для того, чтобы показать, что вот мы все строим, все делаем для людей. Нет, они строят для того, чтобы воспитывать новое поколение. Воспитывать новое поколение, чтобы через пару лет уже вот эти десятиклассники потом уже с осознанным, более-менее взрослым разумом понимали, что Крым Россия, что Донбасс, там, ну, вот, то есть это к чему я веду? К тому, что вот вы говорите, 2-3 поколения должно пройти. Но ведь на государственном уровне, возможно, должно что-то делаться для того, чтобы это поколение развивалось в правильном направлении, в проукраинском направлении. Ну, безусловно, власть должна показать перспективу. Власть должна показать, что в Украине жить лучше, чем в той же России. Да? Я не говорю о том, что это самосознание, оно будет идти каким-то чудодейственным образом само собой. Естественно, мы должны двигаться в ту сторону, чтобы в Украине хотелось жить. Это безусловно, это понятно. А по поводу пропаганды у большевиков лучше всего за все годы, что они были у власти, и сейчас у наследников большевиков в лице нынешней российской власти, лучше всего, что не могут и умеют делать, это пропаганда. Я сам был свидетелем того, как в школах российских учили ненавидеть Украину. Вот простой урок патриотизма. Приходят какие-то ветераны вооруженных сил, и они говорят, ну что, 70 лет назад вот мы победили немецкий фашизм, теперь ваша очередь. Вот нужно будет бороться с украинским фашизмом. Вот вы выпускаетесь. И я когда, помню, снимал
собеседование в одном из московских вузов на журфаке. Я специально напросился, потому что это было первое поколение выпускников, которым вот внушали вот это Крым наш. И там конкурсы рисунков Крым наш, организованно всех усаживали смотреть там Крым, возвращение на родину, пропагандистский фильм и так далее. Я вот это все дело снимал, я им задавал вопросы. Вот. И их кумиры, значит, это в журналистике, понятно, Киселев, Соловьев, там, Зиналова и прочее, они даже не знают, что были другие совершенно журналисты, что эти люди вообще журналистами не являются. Путин красавчик, Крым наш. Все это они очень легко усвоили, и они пришли учиться журналистике. И они выпускаются сегодня, и они не знают вообще, что вообще, какой сдвиг произошел. Как поменялась реальность, на самом деле. То, что в Крыму это делается в том числе, ну, конечно, делается, конечно, однозначно. Ну, если, например, посадить в подвал человека на неделю и не говорить ему никаких новостей, а потом периодически давать ему листочек с какими-то новостями, он в них поверит. Вот, в принципе, то же самое сейчас можно сказать и про Россию. Россия и про в подвале. пропаганду. Но я вам скажу, Нет, ну это так образно говоря, да я вам естественно. скажу, что они настолько массированно и мощно работают, что в это трудно не поверить, если ты постоянно это смотришь. Можно защититься, только закрывшись от этого. Но дело-то в том, ладно, Россия, ну там все понятно. Но здесь смотрят российские каналы. Их запретили, но их можно смотреть в интернете. Их можно ловить по спутнику. И многие таки делают. Я как-то подвозил двух женщин из Покровска, по-моему, город такой в зоне АТО, он уже практически находится. Вот они знают, где кто ведет, какую программу на российском телевидении, кого как экспертом приглашают. Там они все это знают, потому что они это все смотрят. И очень многие смотрят. На это есть запрос, к сожалению. Я думаю, что однозначно нужно максимально усиливать украинскую повестку во всех направлениях. Информационную, политическую, экономическую и так далее. То есть люди 25 лет практически жили никому не нужно, ими никто не занимался, и с точки зрения идеологии в том числе. Да? И сегодня за этих людей нужно бороться. Их нужно возвращать. У нас просто нет другой альтернативы. Эти люди – граждане Украины. Бог с ними, с россиянами, что там с ними делают, зомбируют, ради бога. Это их, их дела. Но то, что здесь происходит, то, что люди считают, что можно прийти на концерт Райкина и не думать о том, что этот человек считает Крым российским, ну как это вообще? И войну на Донбассе, защита русского Повторюсь, для меня это очень сложная вещь лично, потому что для меня Райкин любимый актер, режиссер, все. То есть для меня это все любимое и понятное. Но я, еще раз говорю, я бы не пошел. Ну, у меня похожая ситуация и касательно Басты. Я еще ходил давно на его концерты, еще до войны. Еще когда на вообще... Басту? Да, еще даже когда не было вообще даже намеков. То есть мы студентами и так далее. Но вот сейчас моя позиция, видите, тоже... Русский рок, это вообще... Русский рэп, это не мой вообще стиль. Давайте лучше сходим на какой-нибудь AC/DC. Вот съездим в Европу. Вот когда будет AC/DC в Украине, вот можно ходить. Я этого сейчас жду уже очень... после смерти Малькольма. Это Последний сложно. раз они в Польше выступали, по-моему, AC/DC. Года 3 назад. Да, это было бы. Ну, будем надеяться, что AC/DC приедет, Да. обязательно сходим. Хорошо, давайте. Вот мы в дебри уже ушли, вы правильно сказали. Но, как видите, оно все друг за друга цепляется. Вот еще одну тему очень важную хотел обговорить касательно выступлений. Мы обговорили русских артистов, Да. но мы имеем просто десятки, наверное, даже сотни артистов украинских, которые без проблем ездят в Россию, получают награды от россиян, становятся телеведущими на русских телепроектах. Зачем далеко ходить? Ирина Билык выступала недавно в Кремле, София Ротару выступала у Рамзана Кадырова. Вот как объяснить это? Вот ладно, еще вот эти вот артисты, которые там, знаете, на уровне, там, их фанаты это там 15-18 плюс и все, максимум. Но тут уже знатные, которые влились в историю Украины. Я вот сейчас музыкально. был в Москве на съемках, и там везде висит афиша, концерт Светланы Лободы. Приходите. Ну вот, пожалуйста, тоже для примера. Деньги, аудитория, шоу-бизнес. Вот все. А что еще? Какие еще мотиваторы могут быть у этих людей? Те, кто вернулся оттуда и больше в этом не участвуют, их единицы. Те, кто пытается сидеть на двух стульях, наверное, большинство. Пока им это удается, опять же, в силу того, что
правила не для всех. Непонятно почему. Я считаю, правила должны быть для всех. Это болезненно, это больно. Может быть, кто-то считает это неправильно, но если во время войны мы считаем, что должно быть так, значит, должно быть так для всех. Меладзе, Брежнева, Лорак, суперзвезды. Да, мы, может быть, останемся без них. Да, наверное. Но как-то переживем. Но опять же, Ани Лорак вот впервые за, по-моему, 4 года. Тайна. Без всякой афиши. Тайна, без всякой Без афиши. рекламы. Выступила Вышла. Плац Украина, сорвала аплодисменты просто. Весь зал стоя аплодировал минут 15. Да, к сожалению, мы имеем дело с такой аудиторией. Ну, то есть для нас это показательно, мы хотя бы понимаем, сколько людей, которых мы можем потерять, которые не понимают, что война идет. Вот мой недавний фильм про Василия Слепакова, он об этом же, он ровно считал об этом, что есть человек, который за 2000 километров от Украины посчитал войну своим личным делом, потерял все, пошел, погиб. Люди, которые живут бок о бок с этой войной, не замечают ее, не хотят замечать. Какие-то парки, карусели, концерты, тролля и так далее. И ничего не происходит. Вопрос, почему, понятен. Вопрос, что делать. Самый главный сегодня вопрос, что с этим И делать. что возможно И сделать. насколько это действительно серьезный должен быть подход государства и понимание того, что это вопрос очень больших усилий, очень больших вложений и вопрос не одного года. Но то, что это надо делать, иначе Украины не будет просто. Ну, вот, например, вот вы говорите усилия. Вот, например, вот сейчас у нас есть возможность хотя бы теоретически что-нибудь вот сделать для того, чтобы как-то поменять ментальность, поменять вот ситуацию в стране. Вот что сейчас нужно сделать точечно, фактово? Вот как вы считаете? Это понятное дело, что субъективное мнение. Ну, информационная составляющая должна быть усилена. То есть мы должны показывать очень профессионально, очень убедительно другую картину для этих людей. Ведь, в общем-то, нам не нужно врать, как россиянам, для того, чтобы создавать какую-то другую реальность. Да? Мы должны показывать то, что происходит на самом деле. Это первое. Второе, конечно, восточные регионы нужно поднимать. Нужно ремонтировать дороги, нужно давать альтернативу строить. Вот в том же Глухове, в котором я, кстати, был, и там я снимал мэра Терещенко, там просто он перекрыл возможности для того, чтобы воровать. Город совершенно по-другому сразу вздохнул. Люди сразу почувствовали какую-то другую перспективу. Он решил вопросы с ЖКХ, он решил вопросы с дорогами, он решил еще чем-то. То есть, когда люди видят, что власть начинает работать для людей, для города, они по-другому к этому начинают относиться. В Авдеевке я был в августе. Там, начиная с начала года, вот, когда были эти обстрелы, ничего не делалось с точки зрения восстановления там, разрушений. Вообще ничего. Когда люди приходили, там, рассказывали мне заммэра Авдеевки, он их просто там посылал. В его лице они воспринимают Украину. То есть такого не должно быть, да? То есть люди должны понимать, что эту альтернативу им дают. И таких заммэров не должно быть, да? Потому что, еще раз говорю, от этой власти на местах зависит от того, как они воспринимают в целом страну. Если эта страна просто на них плюет в лице того же чиновника, ему дают возможность это делать, еще воровать, ну тогда мы ничего не добьемся. Ведь многие пророссийские настроения связаны с большим разочарованием в том, что было за эти почти четверть века в самой Украине. Да, сейчас, конечно, они сравнивают и говорят, да лучше пусть было бы так, как раньше, чем эта война, чем абсолютно там безденежье и так далее. Да, но это все не на пустом месте возникло. Я говорю, этими людьми никто не занимался абсолютно. Как и теми, кто живет на юге, и в центре, может быть. Поэтому от того, как власть сегодня будет быстро продвигать реформы, не имитировать их, а продвигать и менять ситуацию к лучшему, конечно, очень много зависит. И подпорка этому всему, конечно, информационная составляющая. Потому что таких профессиональных СМИ, которые бы работали с русскоязычным населением, мне кажется, этого явно недостаточно. И сегодня, да, есть тренд на то, что вот должен быть украинский язык государственный, 75%, вопросов нет. В Германии немецкий язык, в Украине должен быть украинский.
Но с этими людьми нужно понимать, учитывать реальность и говорить с ним на их языке, для того, чтобы им объяснять те вещи, которые сегодня очень важны. Тогда, может быть, они сами не пойдут на концерт Райкина. Может, это власти сейчас просто невыгодно с какой-то точки зрения? Мне кажется, власть занята пока чем-то другим просто. Ну что значит невыгодно? Если мы боремся за независимость страны... Ведь и правда бездействие видим, наблюдаем. Ведь речь идет о очень больших, серьезных вещах. Вся эта война идет за независимость, за право Украины быть Украиной. Да? Это очень высокие ставки. Вот. И с людьми, которые этого не понимают, Украину трудно построить, невозможно. Когда полстраны не чувствует никакой войны, не чувствует, что Россия – это агрессор, как с ними можно построить Украину? Это люди, которые будут тянуть назад, в Советский Союз. Вот тогда было комфортно, тогда было хорошо, тогда были стабильные зарплаты. И поскольку Россия сегодня демонстрирует вот эту ностальгию по сталинским временам, по советским временам и так далее, то они ассоциативно видят в России вот это свое славное, замечательное, стабильное прошлое, в которое они стремятся, но которое является, конечно, мифом. Вот вы сказали, что нужно больше, мощнее, качественно делать информационную политику. Целенаправленно работать с этой аудиторией. Для украинской аудитории. А вот для российской аудитории мы должны что-то показывать, что-то делать, какой-то продукт? Мы не перешибем. Ни по деньгам, ни по ресурсам, никак. Это невозможно. Поэтому Россия пусть идет тем путем назад, каким она идет. В конце концов, это их выбор. Каждый имеет право на то, как жить и как умирать. Ради Бога. Я думаю, что это бесполезно. Влиять на россиян. Понимаете, кто хочет, кто понимает, кто с головой, с мозгами, тот и так, в общем-то, ищет информацию, ее находит и все понимает. Кто не хочет и кто зомбирован, давайте не будем тратить усилия на бесполезные вещи, а тратить усилия на то, чтобы внутри нашей страны было больше людей, которые понимают свою ответственность и свое самосознание, что они украинцы. Да? Ну, украинцы не с точки зрения национальности, с точки зрения, что это жители вот этой страны, которая хочет уйти от этого советского прошлого. У нас уже остается 2 минуты до конца эфира. Расскажите, пожалуйста, над какими фильмами сейчас работаете? О чем эти фильмы? Я вот уже упомянул, это фильм это фильм «Столетие революции», да, 17-й год. 17-й год, в котором Украина появился шанс на то, чтобы стать самостоятельной, была провозглашена УНР и независимость от России, но очень быстро, к сожалению, все это накрылось. Мы пытаемся разобраться, почему, какие существуют параллели с сегодняшним временем, для того, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены 100 лет назад. Я склонен думать, что так или иначе Украина была обречена на провал, потому что очень многие страны хотели ее завоевать, не только Россия. Там, да. В общем, невозможно было на все фронта воевать. Но тем не менее, и я очень... то есть это фильм про Украину, какой она может стать, наверное. Я что-то как-то уже в пафос какой-то ударился. Вот. Там очень интересная история просто. Скажите, когда ждать этот фильм? Когда? Приблизительно. В конце декабря. Но я буду это все анонсировать в Фейсбуке, пока он просто еще пока не готов, я пока боюсь что-то говорить. Значит, подытожим. Будем ждать выхода вашего фильма и будем ждать, когда AC/DC будет выступать в Украине, мы с вами пойдем на этот концерт. AC/DC, да. Я с вами согласен. Спасибо вам большое за комментарий, за дискуссию. Леонид Канфер, режиссер-документалист, был гостем нашей студии в этом часе. Я хочу сказать, что прямой эфир на телеканале АТР продолжается. Информационную эстафету я передаю Любомиру Ференсу. Он уже через 20 минут будет сидеть на моем месте в этой студии, будет обсуждать самые актуальные новости Украины и мира. А через 5 минут в эфире канала АТР новости «Заман». Оставайтесь с нами.